Bonjour Abkhazie. C'est la première fois que je parle ici en français. Mais je vais vous dire une chose très importante. La liberté, c'est le plus important mot du monde. Donc, je vous voulais dire la plus importante chose de tous. La liberté pour toujours. La liberté comme ça. Abkhazie, c'est le mot très important du monde. C'est un point du monde important pour tous nous. Votre liberté est notre liberté. C'est la liberté du monde. Vivement. Нет, этот человек, желающий Абхазии свободы и мира, не француз. Похожий на мексиканца, ведь друзья недаром прозвали его Пако. Он на самом деле по национальности украинец. На родине его называют ласково Юрко. Юрий Покальчук – известный украинский прозаик и поэт, литературовед и переводчик, полиглот, знает более 20 языков и неутомимый путешественник. Родился в городе Кременце на Тернопольщине, живет и работает в Киеве, Львове и Париже. Он один из популярнейших украинских писателей и журналистов, который весь мир почти знает. Все его публикации, книги и в Украине, и за рубежом очень читабельные, которые действительно очень известны. Юрий Покальчук приехал в Абхазию отметить вместе с нами День независимости. Это великолепный праздник, это торжество абхазского народа и государства, непризнанного 10 лет, это уже вот момент, когда мировая общественность может увидеть, что эта страна живет, что она самостоятельно дает себе, находит силы, чтобы жить и держать себя, то не есть вооруженные силы, мы видели парад, впечатления. Мне довелось встречаться с Александром Григорьевичем лично. Я делал с ним интервью, разговор, это еще было, по-моему, второй год после победы. Я писал тогда много материалов в разных странах, их печатал. И вот обаяние человеческое, это очень важно, простота. Знаете, вот в общении никакой позы, никакого ничего. Это человек, большие люди, они всегда просты. И вот я поэтому сказал, что это большой человек, потому что у меня осталось, вот воспоминание высокой духовности и человеческой теплоты. Связи с Абхазией завязались у Юрия Покальчука задолго до войны. Он дружил с абхазскими писателями Алексеем Гогу, Денисом Чачхалия, Владимиром Зонтария. Несколько лет отдыхал в Литфонде. Когда началась грузино-абхазская война, украинская националистическая организация УНА-УНСО, принявшая позицию Грузии, стала им помогать боевой силой. Вопреки этому давний друг Абхазии Лесь Танюк создал проабхазскую команду, проводившую идеологическую работу среди украинского населения. Вы понимаете, это очень просто. Я не предаю своих друзей. И когда началась война, это была нормальная защита своих друзей. Я понимаете, то есть можно было уйти от этого, можно, это... Есть вещи, которых я не делаю. Я всегда защищаю слабых. Я поддерживаю маленьких. Знаете, большой, здоровый сам за себя постоит. В данном случае меня это было очень параллельно, то, что было на Западной Украине, то, что как у нас давили украинский язык, когда приехали вот с 1939 года, особенно после войны. И здесь вот как подавляли абхазский язык, как вот здесь все относились. Я же в Гаграх тоже много жил, вот там в Литфонде тоже, я все знаю. Во время войны друзья с Украины прислали воюющей Абхазии 24 вагона гуманитарной помощи. 6 месяцев ею кормилась абхазская армия и беженцы. Юрий Покальчук сделал все, чтобы мировое сообщество узнало правду о войне в Абхазии. Он писал статьи в газеты и журналы не только Украины, но и среди русскоязычного населения в Канаде и Америке. Его аналитический материал о Шеварднадзе имел большой резонанс в Европе. Был такой знаменитый роман грузинский «Белые флаги». Это Думбадзе, да. Это замечательный был роман. И там же была идея, если каждый человек вывесит белый флаг, тогда не будет войны. Не будет ничего, понимаете, все будет нормально. Белый флаг. И я написал статью «Где же вы, белые флаги?» с обращением грузинской интеллигенции. Такое я называл всех, с кем я встречался, с грузинами, где же ваше это чувство? Как вы могли уничтожить музеи, архивы, это все? Как можно было? Где же ваше чувство, я бы сказал,
международное чувство интеллигенции. Интеллигент – это же другая каста, а это же не… Это над схваткой. Надо быть выше этого. Пропаганду Абхазии наш респондент вел и на телевидении. Являясь сопредседателем Гостелерадио Украины, Покальчук был инициатором создания телефильма о войне в Абхазии. «Мы воевали, чтобы выжить» – так назывался этот фильм. После его показа в Киеве грузинские беженцы в знак протеста провели митинг напротив Верховного Совета Украины. Понимаете, мне жалко было этих грузин, которые, когда эти села разрушены, я видел, все, которые бросили, там я же был на границе несколько раз. Эти переезды, эти все с пограничниками, вот тогда в эти первые годы. Это жалко этих людей, конечно же, жалко. Но, извините, музей исторический не жалко, понимаете, а разбитые памятники на могилах в кладбищах не жалко и так далее. Понимаете, вот это вот соразмерность. Юрий Покальчук в своих публикациях призывал Украину извиниться перед Абхазией и взять трупы украинских боевиков из Унаунсо, похороненные в парке Гурченко в Сухуми. Опубликовал фотографии погибших в статье под названием «Дети, которые погибли за лживые грузинские лари». Те, что приезжали из наших отрядов, так сказать, самообороны Унаунсо, которые пошли за грузинами, это, в общем-то, их трагедия. И просто генерал грузин, бывший командующим Прикарпатским округом, приехал и агитировал в Западной Украине специально, что вот хотят русские забрать у Грузии Абхазию, как у нас хотят забрать Крым. И вот надо ехать защищать абхазскую, то есть грузинскую территорию. После войны Покальчук организовал турне по Европе всех писателей мира. Первой в списке гостей стояла Абхазия. Абхазия стояла по алфавиту первой. 40 стран было. Я называл Абхазию. Конечно, грузинскую делегацию это просто выдергивало без всех. Причем были интеллигентные люди, но вот, кстати, была дочка Думбадзе, вот, и там еще несколько человек. Они довольно симпатичные, все хорошие люди. Мы даже потом сделали так, что посадили за один стол. Они там все выдержали, но, конечно. Но я хотел сказать о другом, что это везде прозвучало. Это в 40 странах документы эти напечатали, Абхазия стояла первой, как страна. 2 года тому назад Юрий Покальчук написал повесть «Одиссей. Отец Икара». В ее основе лежат события, происходившие в Абхазии. Она издана на украинском и русском языках. Я был просто потрясен историей о дельтапланеристах, которые бросали руками эти бомбы, понимаете, завязывались эта вся история. И я сказал Кисову тогда, говорит, я напишу повесть, вот я напишу, я писал тогда статьи, потом, я напишу, все равно придет время, когда я напишу об этом обязательно. Это история летчика, который был единственный в Сухуме абхазский летчик, а все были грузины. И как к его относились, и как вообще это все было. Это тоже все. Я обычно пишу правду. Любому человеку, прочитавшему это произведение, станет ясно. Автор испытывает глубокую симпатию к Абхазии и ее людям. Поверьте, так нашу войну еще нигде не показывали. Через судьбу простого абхазского паренька, не называя собственных имен Абхазии и Грузии, автор правдиво и очень тактично показывает суть конфликта. Эта незатейливая история породила и главы, наполненные тонкой лирикой и глубочайшей философией. Когда это была презентация 2 года назад этой книжки здесь, подошла мать одному погибшего дельтапланериста, понимаете. И у меня было просто ощущение, что я вот дотронулся до истины. Находясь в поиске чего-то нового, Юрий Покальчук изобрел новый музыкальный жанр – интонационный речитатив. И записал уже несколько дисков «Мелодикламация» в стиле Булата Акуджавы. Вы знаете, я был несколько дней назад, вот мы сейчас с своим племянником на концерте здесь в Пицунде, вот в храме, да, был органный концерт, и там пел Родион Гагба. Вот брат Кисоу, я с ним знаком был раньше, но никогда не слышал, как он поет, потому что это был великолепный концерт. Я сказал то, что я не ожидал, честно говоря, такого уровня исполнения, абсолютно европейский уровень исполнения. То есть Родион меня просто потряс. Я был в восторге от концерта, просто вот
понимаете искусство. И организм был очень хороший, и его уровень его исполнения, я так смотрю, это вообще можно в Париже слушать. И хотя наш респондент объездил полмира в Абхазии, по его признанию, он чувствует себя уютно. Я просто сказал бы, что здесь есть воздух свободы, понимаете? Вот это тоже очень важный момент. Вот, несмотря на разрушенные дома, которые остались, это можно понять с разных причин их, но несмотря на, может быть, отсутствие легкого движения туда или сюда, вот на эти границы переходим, это всегда грустно. Но на самом деле есть воздух свободы. Вот идешь и чувствуешь, что ты в Абхазии, не в колониальной стране, а в свободной стране Абхазии. Я чувствую, что абхазский язык стал важным, наконец, в своей собственной стране. Раньше он был третьестепенным. Был русский, грузинский, а третий был абхазский. Сейчас абхазский первый. Лучше на нем говорят, хуже, это другой вопрос, потому что его надо развивать. Но это дает возможность стране найти окончательное собственное «я». В своей нынешней поездке к нам Юрий Покальчук взял с собой племянника. Юный Вячеслав Скороваров под впечатлением увиденного написал трогательные стихи об Абхазии. Прощаясь с нами, дядя и племянник рассказали о своих планах на будущее, в которых есть поездка в Норильск и публикация новых материалов об Апсне. Это человечек, который всегда был рядом с нами, особенно когда во время войны, в самый тяжелый период, который писал и делал в команде Леся Степановича Танюка, чтобы Абхазия выжила. Они рядом были. Это просто прелесть. А так он мужик, чувство совести, чувство справедливости, в нем просто много и много. Это очень приятно. Он любит Абхазию, любит все, что здесь, и он всегда будет с нами рядом. Вся сила Апсны. Надзался Акуитра.